Весь день Мадина Гараева принимает поздравления. Ей исполнилось 103 года. Несмотря на свой возраст, не любит сидеть без дела и помогает по дому. Я не думала, что так долго буду жить. Муж умер в 45 лет, и я, получается, живу за него. Мадина Гараева родилась в деревне Шали Пестричинского района. С детства воспитывала бабушка. В 16 лет уехала в Казань. В 20 вышла замуж. В младенчестве похоронила 2 детей. Затем началась Великая Отечественная война. Мадина Гараева работала в тылу, на фабрике и на лесозаготовке. И на лесоразработки даже послали. В тяжелых условиях они там работали еще. Лес пилили, в основном это у них там женщины были. Лес пилили и сплавляли по реке. Во время войны рубили лес. 9 мая 1945 года война закончилась. Все встречали победителей, а нас отправили рубить лес. После войны с мужем переехала в Мариэл. Вырастили 2 сыновей. Затем похоронила супруга. В 1959 году умер отец, мы остались мы маленькими. И нас 2, у меня еще есть братишка, который живет в Свердловске. Вот. А вот вдвоем она воспитала, в смысле, хоть в тех годах, в смысле, тяжело было. Вот. Держала корову, вот. Уезжала, в смысле, ходила на сенокос. На тяжелой работе получила травму. Осталась инвалидом на всю жизнь. Она самостоятельно не двигается, не продвигается. Она, держась по стенкам, двигается. Несмотря на это, она никогда не жаловалась. У меня сейчас хорошая жизнь, за мной ухаживают. Если заболею, вовремя дают лекарства. Я жизнью довольна. Сейчас Мадина Гараева живет у внучки. У нее 4 внука и 3 правнука. Каждые выходные семья собирается за обеденным столом. А сегодня ей пожелали крепкого здоровья. Иван Сарафанов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.